Приветствую вас, пятиклассники! В очередной раз встречаемся с вами на уроке из курса «Человек и общество». Его проведу вам я, Лавринова Екатерина Вадимовна. На прошлой нашей встрече мы с вами изучали тему «Поведение человека в обществе». Мы узнали, что есть такие правила, как норма права и норма морали, а еще говорили об этикете. Предлагаю вам выполнить задание, чтобы проверить, как вы усвоили прошлую тему. Вам предлагаются 5 тестовых вопросов с вариантами ответов. Задача – выбрать верный ответ. Первый вопрос. Совокупность поступков, совершаемых человеком в течение длительного времени, называется А. Нормой поведения, Б. Этикетом, В. Поведением. Верный ответ – В. Поведением. Второй вопрос. Понятие «мораль» ввел А. Цицерон, Б. Пифагор, В. Сократ. Понятие «мораль» имеет латинское происхождение и ввел его в обращение Цицерон. Следующий вопрос. Где записаны нормы права? А. В учебниках, Б. В законах, В. В религиозных писаниях, Библии, Коране. В соответствии с определением норма права записана в законах. Ответ Б. Четвертый вопрос. Обязательное для выполнения правило поведения – это А. Норма права, Б. Норма морали или В. Этикет. Верный ответ А. Норма права. И последний, 5-й вопрос. Умение вести себя в обществе называется А. Порядочностью, Б. Этикетом, В. Поведением. Разумеется, здесь речь идет об этикете. Верный ответ Б. Мы с вами на прошлом уроке и сейчас, выполняя тест, отметили, что одно из правил поведения является общеобязательным для выполнения. Это норма права. Но что же происходит в том случае, если все же норма права нарушена? Как мы можем охарактеризовать данную ситуацию? Как на это отреагирует общество и государство, автор любой правовой нормы? Об этом мы будем говорить на сегодняшнем уроке. Тема нашего занятия – правонарушение и ответственность детей. План урока. Первое. Разберем понятие правонарушения. Второе. Узнаем, какие существуют виды правонарушений. Третье. Понятие ответственности. Соотнесем каждый вид юридической ответственности с конкретным видом правонарушения. Эпиграфом к теме урока я предлагаю следующую цитату. «Вся жизнь – это череда выборов и их последствий, ответственность за которые лежит на каждом из нас». В современном мире у молодого поколения есть множество возможностей для своего духовного и физического развития. Музыкальные и художественные школы, молодежные театральные студии, огромные стадионы и катки, кружки робототехники и так далее. Но случается так, что подросток не всегда проводит свободное время с пользой для себя, а бывает, что проводит его и во вред самому себе. Подростковый возраст – чуть ли не самый активный период в жизни человека. Взрослеющему человеку, чувствующему приток физических сил, кажется, что он может все. Однако недостаток жизненного опыта, незнание правил и норм поведения, а часто и просто неумение себя контролировать, приводят порой к печальным последствиям. К сожалению, факты говорят о том, что ежегодно подростками совершается все больше правонарушений.
Что же такое правонарушение? Из самого слова очевидно, что это нарушение права. Но давайте дадим определение. Правонарушение – это виновное, противоправное деяние лица, причиняющее вред интересам общества, государства и человека. Жизнь любого человека – это наша нить, и любой узелок может привести к тяжелым последствиям. Представьте себе, человек заблудился в лесу. Согласитесь, серьезное положение. Но если у него есть компас, он найдет дорогу. Нет этого надежного помощника, и ему придется уповать только на случай. Право и закон – это тот же компас. Они показывают всем людям направление пути, дают возможность свободно и уверенно ориентироваться в бескрайнем море сложных и разнообразных норм и правил поведения, установленных государством. Есть такая пословица: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся». Вокруг много соблазнов, и вы, ребята, должны выбрать правильный путь. Подростки могут свернуть на преступный путь по разным причинам, от банального отсутствия денег, воспитания и условий, до погони за легкими деньгами. Однако незнание закона не освобождает от ответственности, а умышленное нарушение приводит к тяжелым последствиям. Любое правонарушение обязательно должно соответствовать следующим признакам. Любое правонарушение – это деяние. Оно может быть выражено в виде активного поведения, то есть действия, или бездействия, пассивного поведения лица, на которого возложены определенные обязанности, в результате чего причиняется вред другому лицу. Второй признак – правонарушение общественно опасно. Результатом правонарушения является причиняемый вред кому-либо, наносимый ущерб и так далее. Еще правонарушение всегда противоправно, то есть нарушаются правовые нормы. Правонарушение обязательно имеет признак виновности. Данный признак предполагает наличие внутреннего отношения человека, правонарушителя, к своему противоправному деянию. Вина – это психическое отношение лица к совершаемому общественно опасному деянию и его последствиям. Из данного определения следует, что отношение человека к совершаемому деянию носит определяющий характер. Если человек по случайности нанес какой-либо вред другому человеку, например, человек собирался включить электричество в доме, не подозревая, что электрик в этом же доме работает с проводкой, и это привело к нанесению тяжелых ожогов второму, то такое действие будет носить неумышленный или неосторожный характер. Если же прямой целью человека являлось нанесение вреда другому человеку, например, гражданин хотел ударить другого гражданина, то такое действие будет называться умышленным. И последний признак – правонарушение всегда наказуемо. То есть за совершенное деяние предусмотрена юридическая ответственность. Закон выделяет несколько видов правонарушения в зависимости от того, какое конкретное деяние было совершено и будет определяться наказание. К видам правонарушения мы можем отнести дисциплинарное правонарушение, административное нарушение, гражданско-правовое правонарушение, а также самый опасный вид правонарушения – преступление. Дадим каждому виду краткую характеристику. Дисциплинарное правонарушение включает в себя нарушение дисциплины, установленного порядка поведения в школе или на работе. Например, прогул урока или невыполнение домашнего задания, опоздание на работу или нарушение требований к внешнему виду. Все это дисциплинарные правонарушения. Административное нарушение – это нарушение общественного порядка,
например, нарушение правил дорожного движения, или шум в ночное время суток, купание в фонтане на площади или нецензурная брань в общественном месте. Все вышеперечисленное может повлечь наложение штрафа на правонарушителя. Еще один вид правонарушения – гражданско-правовой. Здесь мы можем привести такие примеры, как порча чужого имущества, которая требует восстановления, иначе говоря, выплаты убытков или ущерба. Еще к данному виду правонарушения мы можем отнести нарушение условий договора, просрочка выплаты по кредиту в банк, например. И последний вид – это преступление. Преступление считается самым тяжким видом правонарушения. Его последствия наиболее опасны. Ограбил магазин, избил человека, угрожал оружием. Все это относится к преступлениям. Некоторые подростки рассматривают свои проступки как проявление обыкновенной шалости. Подумаешь, какие мелочи: разбил стекло, выругался нецензурной бранью, сделал непристойную надпись на парте или сломал дерево, говорят они, когда приходится отвечать за содеянное. Нет, это не шалости, не мелочи. Стоит только задуматься о последствиях таких поступков, и станет понятным, что в результате их наносится материальный ущерб государству. Морально или физически страдают другие люди. И что самое главное, сам правонарушитель оказывается у опасной черты в нравственном развитии, за которой преступление. В каждой школе найдутся лентяи, которым не хочется учиться. Звонок в милицию. В школе заложена бомба. После оказалось, что это была шутка, чтобы сорвать контрольную работу. Как вы оцените этот поступок? Это преступление или шутка? Конечно, заложенная бомба – это терроризм. Значит, представляет серьезную проблему как у правоохранительных органов, так и для граждан. Отвлекает силы и средства органов правопорядка. Создают нервозность и панику в обществе. Как вы думаете, за подобные шутки с какого возраста человек отвечает по всей строгости закона? Запомните, ребята, ответственность за совершение практически любого правонарушения наступит уже с 16 лет. Кроме этого, родители будут вынуждены возместить весь материальный ущерб в связи с затратами служб, выезжавших на место происшествия. И прокуратура города может привлечь родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Так что помните, с законом шутки плохи. Мы с вами уже несколько раз упомянули понятие ответственности. Что же такое ответственность? Еще Аристотель указывал, что ответственность – одно из проявлений свободы, а свобода – одно из условий ответственности. Человек вправе принимать решения и совершать действия согласно своим мнениям и предпочтениям, но он должен отвечать за их последствия и не может перекладывать вину за негативные результаты своих решений и действий на других. В сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» лис говорит прекрасные слова: «Твоя роза так дорога тебе, потому что ты отдавал ей все свои дни». Люди забыли эту истину, но ты не забывай. Ты всегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу. Человек должен отвечать даже за слова, которые он произносит, за поступки, которые совершает. Ответственность – это необходимость, обязанность отдавать кому-нибудь отчет в своих действиях и поступках. Быть ответственным значит отвечать за свои действия. Но нас интересует с вами не любая ответственность человека, а юридическая. Юридическая ответственность – это применение мер государственного принуждения к виновному лицу за совершение
правонарушения. Выделяют ряд принципов юридической ответственности. Первое – законность. Ответственность должна налагаться в пределах закона, с соблюдением предусмотренного законом порядка и за деяния, которые прямо предусмотрены действующим правом. Второе – гуманизм. Забота и внимание к личности, установление законом возможности смягчения наказания или освобождения от него, запрет пыток, наказаний, причиняющих физические страдания, ущемляющих человеческое достоинство. Третий принцип – индивидуализация. Наказание должно применяться в зависимости от тяжести правонарушения с учетом личности нарушителя, обстоятельств дела, целей и мотивов деяния. Справедливость. Соответствие мер наказания общепризнанным нормам и принципам общечеловеческой морали. Согласие общественного мнения с решением правоохранительного органа. Пятый принцип – это неотвратимость. Ни одно правонарушение не должно оставаться вне внимания правоохранительных органов, без негативных последствий для правонарушителя. Для эффективной борьбы с правонарушениями важна в первую очередь не суровость наказания, а его неотвратимость. И шестой принцип – своевременность, действенность. Социальный эффект мер ответственности будет тем выше, чем быстрее, оперативнее будет расследовано правонарушение и принято решение по делу. В зависимости от вида правонарушения, совершенного в конкретной ситуации, будет налагаться мера ответственности. Выделяют 4 вида юридической ответственности – дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную. За каждый вид правонарушения, соответственно, наступает определенный вид юридической ответственности. Дисциплинарная ответственность может наступить в отношении человека, достигшего 16-летнего возраста. Если работник нарушает трудовой распорядок дня, либо не выполняет свои служебные обязанности, то его работодатель может сделать ему предупреждение, объявить выговор или даже уволить. Административная ответственность наступает за совершение административного нарушения в отношении человека, достигшего 16-летнего возраста. Наложить административную ответственность может милиционер, налоговая служба или, к примеру, санэпидемстанция. Выражаться данный вид юридической ответственности может в предупреждении, штрафе, административном аресте и так далее. Третий вид юридической ответственности – гражданско-правовая. Данный вид ответственности носит имущественный характер. Возмещение ущерба или возмещение причиненного вреда подразумевает собой выплату денежных средств пострадавшей стороне. К уголовной ответственности привлекаются лица, обвиняемые в преступлениях. За преступления применяются наказания, наиболее строгие меры государственного принуждения, существенно ограничивающие правовой статус лица, признанного виновным в совершении преступления, лишение либо ограничение свободы, длительные сроки исправительных работ или лишение определенных специальных прав, также крупные штрафы. Уголовное наказание применяется не только за совершение преступления, но и за покушение, приготовление или за соучастие в преступлении. К уголовной ответственности можно привлечь подростка с 16 лет, а в исключительном случае уже с 14. Всегда, ребята, следует помнить о последствиях каждого вашего поступка. Если вы осознанно нарушаете закон, то рано или поздно это приведет к плачевным результатам. В первую очередь для вас самих, для ваших родителей. В обществе должны обязательно соблюдаться правила, чтобы каждый из нас был в безопасности, чтобы мы жили и были уверены в завтрашнем дне, чтобы наши права не нарушались, а уважались всеми членами общества.
но и мы должны вести себя аналогичным образом, не позволяя себе даже немножко приступать к черту закона. Давайте еще раз вспомним основные понятия сегодняшнего нашего урока. Мы узнали, что такое правонарушение, перечислили его признаки и виды, каждому виду правонарушения дали краткую характеристику и соотнесли его с видом юридической ответственности. На этом наша встреча подошла к своему завершению. Всем спасибо за внимание.